Абхазский путь с Кристианом Бжаня и Иланой Казанба. Разные поколения, возможно, и взгляды разные. Впрочем, ничего не утверждаю. Выводы оставляем за зрителями. Гости интересные, смотрите нас. Итак, мы начинаем Апсуарымя Абхазский путь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот мы и встретились. Давно вы не были здесь. Как настроение и какие ощущения сегодня? Ну, отчасти, Все-таки родной канал. ну да, отчасти ностальгия, конечно, потому что значительная часть сознательной жизни связана с этим коллективом, связана с компанией в целом и телевидением в частности. Вот. И поэтому, конечно, довольно-таки приятные воспоминания. И, естественно, сложный путь, часть сложного пути был пройден вместе с телеканалом. В моем проекте нет такой задачи пытаться полностью раскрывать человека, как бы его раскручивать на разные вопросы, в том числе на личные и так далее. Честно говоря, у меня немножко другой подход. Для меня очень важно, что обычно в этой передаче участвуют представители двух поколений, разных поколений и так далее. И то, как они смотрят на разные проблемы, проблемы государства, общества, какие-то личные вопросы. Личных вопросов у меня бывает просто минимум. Да, вот это мне интересно для того, чтобы просто увидеть, как думают люди, как они, разные поколения размышляют. Довольно интересный подход, Да. потому что в том возрасте, в котором сейчас пребывает моя визави, я мог думать по одним и тем же вопросам одинаково с ней сейчас. Но спустя время я уже могу думать иначе. Поэтому она? мы думаем... Взгляды трансформируются. Да. Илана, честно говоря, очень не решалась, очень боялась идти на эту передачу, потому что такого опыта коммуникации в таком интервью, почти политическом, скажем так, у нее этого опыта нет, но мы все-таки ее убедили и посмотрим, что из нашей коммуникации сегодня получится. Придется мне все же начать с непростого вопроса, очень сложного вопроса, но вопрос, который всегда актуален и в наше время, в нашей ситуации тоже. Такое небольшое вступление. По индексу свободы прессы в 5 стран с наилучшей ситуацией входят Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия. Как видите, в этой 5 нет ни Соединенных Штатов Америки, ни Франции, ни Германии и так далее. Если верить рейтингу 2022 года, то Россия в этом рейтинге занимает 155 место. Свобода слова вообще и у нас. И, может быть, еще с таким акцентом о свободе слова именно в век интернета. Я не знаю, из каких соображений исходили те, кто составлял рейтинг этих стран. И я, более того, не знаю ситуацию со свободой слова в тех странах, которые сейчас, по их версии, за ним входят в 5 лидеров. И тем более не знаю критерии оценок свободы или несвободы, или ограничения свободы слова. И я думаю, что если бы это было бы объективным исследованием, то Абхазия заняла бы 1 место. К сожалению, нас в рейтинг не включает. Да, живу тут, и я являюсь частью этого социума, я понимаю, какие процессы здесь происходят, и я очень хорошо осознаю тот факт, что действительно по всем параметрам, по всем критическим параметрам и критериям оценок мы страна, где действительно царствует, властвует абсолютная свобода слова, в том числе и в интернете. На развитие свободы слова не повлияло появление интернета именно в Абхазии. Почему? Потому что мы всегда были свободны в выражениях собственных мыслей. Вся история наша об этом говорит, да? Другое дело, с моей точки зрения, что интернет свободу слова постепенно трансформировал во вседозволенность. Когда мы стали обнаруживать то, чего не замечали за собой. Это неуважительное отношение к оппонентам. Если сравнивать, допустим, нас с теми странами, которые принято считать свободными и так далее и тому подобное, могу привести такой пример. Великобритания, да?
какое-то время назад, это еще до нашего признания, мне удалось побывать на BBC, в корпорации BBC. Там у меня была встреча. По его просьбе я был очень удивлен, что ко мне проявил интерес такой известный диссидент, как Сева Новгородцев. Он тогда вел свою передачу на радио BBC. И он интересовался сутью грузино-абхазского конфликта. А вот я был у него на интервью в Лондоне, а потом, после интервью, мне сделали небольшую экскурсию по корпорации. И я заинтересовался условиями работы журналистов, сотрудников корпорации BBC. Мне показали книгу, правда, мне не дали ее почитать. Она примерно вот такого объема. Это этический кодекс сотрудника корпорации BBC. Вот от первой до последней страницы, я глубоко не смог почитать, это запреты, установленные для сотрудников BBC. То есть то, чего они никогда не могут допустить в своей работе. Все, что редакция посчитает в работе своего сотрудника нарушением редакционной политики, может служить основанием для его увольнения. Поэтому вот вам подходы к свободе слова. Ну, свобода слова — это неотъемлемое право человека, да, это прописано и не одно десятилетие. И, конечно, век, когда СМИ в интернете, ограничивать ее невозможно. Иногда это приводит к проблемам большим. С этим сталкиваемся в том числе и мы. Ну, как журналист хочу сказать, что вот в эту пятерку, о которой вы сказали, я бы смело отнесла и нашу страну, потому что достаточно просто открыть телеграм-каналы, Facebook, интернет-ресурсы, да, любые, и понять, что сегодня есть СМИ, которые не ограничивают себя никак. Где можно встретить не просто критику власти, либо критику оппозиции, это совершенно не важно в данном контексте, где можно встретить такой поток информации, который зачастую не соответствует действительности. Иногда это откровенная ложь. И люди, они пренебрегают, они злоупотребляют этой свободой слова, и ограничить их никто не в состоянии. Поэтому ну, Абхазию я бы отнесла тоже в эту пятерку. И вот тут мы сталкиваемся с такими сложностями, когда зачастую очень много лишней, некачественной, непроверенной информации попадает в интернет-пространство, и наши люди получают к ней доступ. К сожалению, больше всего среди людей популярно именно нечто резонансное, нечто оскорбительное. И вот это начинает тиражироваться, наслаиваться. Поэтому, с одной стороны, конечно, каждый человек, он вправе говорить то, что он думает, то, что он считает нужным и важным, но должен быть какой-то вот внутренний, что ли, ограничитель, да, который бы тормозил вовремя тех же журналистов или простых граждан, которые комментируют публикации в социальных сетях, потому что ведь это все читают не только взрослые люди, но и подростки, и молодежь. И это формирует зачастую совершенно неправильный образ мышления, который они понесут дальше. Я могу сказать на примере вот своем личном, у меня сын подросток, и он, конечно, как и все, лазит в ТикТоке, читает Facebook и так далее. И иногда приходит с такими вопросами, от которых у меня просто волосы дыбом встают. Я его сажаю, я с ним разговариваю, беседую. Зачастую это политические вот какие-то моменты, видимо, передалось ему от родителей любовь к политике. И я пытаюсь объяснить, но я вижу, что он идет в свой класс, они обсуждают это со своими одноклассниками, и все мои старания зачастую они сходят на нет, потому что вот гораздо больше тех, кто безответственно подходит к той же свободе слова, кто безответственно пишет все, что ему заблагорассудится, и это получает и это получает потом распространение. Поэтому, да, безусловно, свобода слова, она есть, и в нашей стране
однозначно да. И я думаю, что еще очень долго никто не ограничит эту свободу. Зрители, которые нас смотрят, они очень разные, и я думаю, что у них, у многих, или, ну, не у многих, но у определенной части наших зрителей будут претензии и к вам, и ко мне. Вы, потому что в свое Возможно. время, как раз-таки, работая на телевидении, были в основном связаны с информационной журналистикой, да, Да. занимались этим вплотную, и видимо, даже вот в какие-то годы вы определяли, наверное, редакционную политику, я так Да. понимаю, да? Сегодня я возглавляю телевидение, и поэтому Я вам многие не завидую. претензии, да, вы мне не завидуете, да, претензии предъявляются и мне тоже. Я оказываюсь зачастую в очень непростой вот и сложной ситуации. Длительное время, я считаю, чтобы уже после войны и так далее, мы как ну, такой островок свободы, очень много свободы в Абхазии, да, в плане прессы и прочее, прочее. Но это не означает, что прямо такое всеобщее благоденствие в журналистике. Я могу частично согласиться с некоторыми претензиями, но, понимая кухню изнутри, как говорится, хочу на что обратить внимание. Вот, Ирина Шотовна, смотрите, мы могли бы говорить, что у нас существует ограничение свободы слова, если бы, кроме государственного телевидения, у нас в стране не было иных СМИ. И если бы у тех, кто не разделяет официальную точку зрения, не было бы иных механизмов трансляции своей позиции, да? Но, к счастью, у нас есть еще один... Если бы у них не было бы информационных ресурсов. Разумеется, я об этом и говорю. Но у них достаточно большой набор возможностей. Это и другой независимый, негосударственный телевизионный канал. Это интернет-ресурсы, в конце концов. Все имеют возможность И выступать. нашему каналу приходится конкурировать со всеми с ними. Безусловно, Вот с огромным да. информационным пространством. Это и печатные СМИ, то есть независимые в том числе. То есть возможности выражения собственной позиции есть. И это главный критерий наличия или отсутствия свободы слова. Другой вопрос. Механизм трансляции своих мыслей. Я понимаю, как я понимаю, это было и в мое время, когда я руководил телевизионным каналом, тоже такое было. Вот мы хотим только прямой эфир. Прямой эфир или эта запись, это всего лишь навсего форма реализации. Если тебе редакция гарантирует отражение без купюр твоей позиции, то это и есть свобода слова. Какая вам разница, вы в прямом эфире это хотите сказать или в записи? Иной раз, вот у меня был такой на практике момент, когда настаивали, я убедил, что да, хорошо, давайте дадим возможность, пусть они выскажутся. И когда они потом уже посмотрели, они собой были недовольны. Потому что есть понятие косноязычие и так далее и тому подобное. А работать на камеру это сложно. И Это в прямом очень эфире сложно. работать это очень Совершенно тяжело. верно. Я имею в виду именно прямой эфир. Да. И многие оставались недовольны. Но это частности. Я опять-таки говорю, если претензия заключается в форме трансляции мысли, то я считаю, что они несправедливы. Это запись или это прямой эфир. Другой вопрос, когда отказывают тебе в твоих конституционных правах. То есть не в той форме, не в этой форме. Это другая история. Ирина Шотовна, вы прекрасно знаете, что и когда такого понятия, как НПО в Абхазии не было, и не было интернета, опять-таки, возвращаясь к ранее сказанному, мы никогда не были не свободны в своих выражениях. Откуда тогда протесты абхазского народа? Откуда они взялись тогда? Об этом же все знали. Да, может быть, некоторые понимают свободу слова как площадную свободу, это другая история. Но и на площадях имели возможность собираться. А потом уже, когда позволила ситуация, и уже через средства массовой информации, через такие коммуникационные средства мы транслировали и наши предки, наши старшие поколения, потом мы, и сейчас новое поколение, молодое поколение. Возможности всегда сохранялись. И когда, если мне говорят, что мы должны приблизиться к каким-то европейским стандартам свободы, то я тут категорически не согласен. Нет европейских стандартов, их не существует. И я это вижу на практике, я вижу сегодня.
Я вижу сегодня, как западная, в целом западная пресса превратилась в пропагандистскую прессу советского образца, наихудшего образца, от которого мы ушли. У них сейчас происходит именно этот процесс. Поэтому для меня это не авторитет. Для меня не существует понятия европейской свободы слова. То, что там собирается на площадях, да, ну и что, ну и тут собирается. Как это отражается в СМИ, в ведущих СМИ? СМИ, которые оказывают наибольшее влияние на общественное мнение. Да. Нет такого. Они не допускаются, это исключено. Поэтому приводить мне в пример, как это на Западе, это не самый лучший пример. Работая с информационной журналистикой, с новостями, да, прежде всего, на Абхазском государственном телеканале, понимаете, какие-то вещи вам сейчас легче проговорить, Да. чем мне. Самые главные трудности, с которыми, скажем, главный редактор, да, или, скажем, тот же генеральный директор сталкивался в разные времена. Корреспонденты, редактора. Ты работал в разные периоды, да? При одной власти, другой власти, при разных президентах и так далее, почти при всех, да? Вот поэтому какие трудности, какие проблемы бывают? Все-таки одинаковые, как ни странно. Одинаковые? Одинаковые, да. Но новости генерирует общество, новости генерирует ситуация в стране там, и так далее и тому подобное. Это понятно. Журналисты всего лишь навсего средства ретрансляции этих новостей. Конфликтные ситуации возникают, как правило, когда внутри государства возникают определенные сложности в процессе, значит, становления, развития. Политические кризисы, экономические, социальные кризисы и так далее и тому подобное. Оппозиция в Абхазии была всегда. Она сразу после войны образовалась, вы хорошо это помните. Те проблемы во взаимоотношениях власти и оппозиции, которые существовали тогда, они существуют и сейчас. Они одинаковые. На мой взгляд, и когда я работал, я руководил, и когда я был просто журналистом, просто работником, в чем это заключалось? В методах выражения противной от власти точки зрения. Ко мне часто приходили руководители оппозиционных организаций, которые просили, значит, передать через наши СМИ, через государственное телевидение, там, их заявления по тому или иному поводу. Вот приносят текст, я смотрю этот текст, читаю и говорю, могли бы мы для общего блага изменить тональность? Тональность. То есть можно же одну и ту же мысль выразить разными словами. Совершенно верно. Да. Ведь же цель в чем? Цель, наверное, в том, чтобы как бы достичь реализации идеи, какой-то очень важной идеи. Ведь же у нас нет оснований подозревать либо представителей власти, на каком бы этапе развития нашего это не было, либо представителей оппозиции в том, что они не любят свое отечество, не озадачены его судьбой. Нет, конечно. Вопрос в том, в методах реализации своих идей, какими путями идти к этой цели. Вот в чем разница. Вот. И при этом, если бы мы сохраняли, придерживались требований политической культуры, это было бы идеально. Но вы знаете, часто мне удавалось их убеждать. Иногда не удавалось. Но как только они меняются местами, все снова повторяется. И моя проблема была в том, чтобы убедить представителя оппозиции вот это заявление зачитать самому. Это же не радио. Это же не газета, где просто публикуется текст. И мы потихоньку своими требованиями, когда, будучи в оппозиции или во власти, да, мы всегда требуем чего? Чтобы вот, значит, диктор телевидения зачитал текст
заявления оппозиционной Ну, партии. И я мы надеюсь, что превращались мы в немножко корейское вперед. телевидение. Да, да, да. Мне кажется, в этом смысле, слава богу, мы немножко выросли, ушли вперед, Да. потому что вот этот период войны заявлений, этот период закончился. А сейчас никаких таких заявлений, Ну да, вот эволюция. вот этой войны информационной между партиями и так далее нет. В новостях Да. имеется в виду. Да, другое дело, конечно, когда происходят события, мероприятия, которые проводят там оппозиция, еще кто-то и так далее, все это записать и сделать репортаж, там сюжет Ну да. или Есть же это. понятие жанра, Да, да, форма да. подачи. Когда ты руководишь телевидением, ты телевидение хочешь увидеть в целом, в общем. Там не только информационная политика, Да. такая новостная и так далее. Там много остального всего. Ведь все форматы, все проекты, все редакции, они нужны, и мы прекрасно понимаем, что мы не только должны информировать общество, но какое-то такое прагматическое, объективное воздействие на общество должно быть. Безусловно. Иначе вообще зачем такие ресурсы информационные государственные нужны? Да, но ты видишь телевидение в целом, а бывает, что твои зрители или люди, которые, ну, не знаю, политики, там, общественники, активисты гражданские, еще кто-то, их интересует другое, их интересует именно одно. Есть ли у них вот такой без ограничений доступ на государственный канал? Вот это их интересует, и, конечно, с этой позиции им удается очень серьезно нас критиковать, и они каждый день, в общем-то, бьют нас и прочее. И я понимаю, но с другой стороны, я считаю, что вообще телевидение неинтересно будет абсолютно, если смотреть с позиции самого телевидения, канала и так далее, если не будет разнообразия, многообразия взглядов, позиций Бесспорно. и так далее. Без этого абсолютно телевидение будет пресным. Телевидение утрачивает всякий общественный интерес в тот момент, когда оно перестает отражать процессы в этом обществе, да? А они разнообразны, и позиции разнообразны, и взгляды разнообразны. Вопрос в том, то, что было тогда, и мне кажется, до сих пор не то, что сохраняется, а еще усложнилось. Наше упорное нежелание формировать культуру политического общения. Вот в чем вопрос. Когда у тебя в студии сидят люди противоположных взглядов, но они умеют друг с другом общаться, не переходя на личности и так далее и тому подобное, это другая история совершенно. И такой формат обязательно найдет свою аудиторию. Возможно, кому-то нравится, когда из стакана воду, значит, льют друг на друга, как это бывает в других странах. Может быть, кому-то такое шоу нравится. Но мы же не обязаны калькировать все, что происходит вовне нас. Мы имеем же право сохранить формировать какие-то свои традиции. При этом, безусловно, конечно же, вбирая в себя наилучшие образцы политической коммуникации. В связи с этим вспоминаю одного американского философа немецкого происхождения Герберта Маркуса. Это в середине прошлого века назвал эту ситуацию репрессивной толерантностью. Что он имел в виду? И даст Бог мне вспомнить дословно это выражение. То, что сегодня провозглашается и практикуется как толерантность, во многих своих наиболее эффективных проявлениях служит угнетению свободы. И это было сказано, я еще раз повторяю, в прошлом веке, где-то в середине прошлого века. Задолго до нынешней ситуации на Западе, до нынешних процессов, да, общественно-политических. От этого поражаешься, вернее, наоборот, поражаешься актуальности этой мысли. Которая прозвучала так давно. Совершенно верно. Да. Моему раннему разговору о пропаганде, журналистика, которая на Западе превратилась в пропаганду. И если мнение общества не совпадает с мнением и линией правящего класса, элиты политической, то все, тебе дорога
значит, на большой экран, как говорится, закрыто. Конечно, новости — это, наверное, самый интересный жанр вот в журналистике, ну, для меня, по крайней мере, за себя говорю. Это настолько познавательно, это открывает такие колоссальные возможности, это новые знакомства, это познавание новых тем, абсолютное расширение своего кругозора. И я работала и на телеканале, вот сейчас в информационном агентстве. У всего есть своя специфика. И там было интересно по-своему. И тут, конечно, интересно по-своему. Да, вы правы, есть как бы, ну, разные бывают проблемы, но мне кажется, что сегодня у журналистов всех сфер, да, в Абхазии одна проблема – это поиск респондента. Поиск грамотного, интересного, говорящего специалиста, к которому ты можешь обратиться, который понимает важность вообще составляющей информационной политики, который осознает, насколько сегодня важно вовремя, четко и грамотно прокомментировать то или иное событие. Допустим, ну, не хочу говорить конкретные примеры сейчас, да, но зачастую мы вот обращаемся в силовые какие-то структуры, да, за тем или иным комментарием, и вот часто мы сталкиваемся со стеной непонимания, к сожалению. И вот, наверное, самая большая проблема – это именно наличие грамотных специалистов в разных Мы обычно совершенно говорим, мы ищем людей нет, что нам делать? Это как Потому тот что философ, людей который нет. сказал, ищу человека. И вокруг полно людей, а он говорит, ищу человека. Да. И вот это, конечно, колоссальная проблема. Плюс, ну, наверное, вы тоже сталкиваетесь, когда хочется сделать новостной материал на 2 языках. Да. Это совершенно катастрофа зачастую. Просто не получается. И поэтому большинство материалов сегодня информационными агентствами делается на русском языке, потому что вот существует такая проблема. Да, это ущемление государственного языка. Абсолютно, но мы оказываемся абсолютно в такой верно, ситуации. да. Но тут не всегда виноваты журналисты, как любят ругать вот старшее поколение. Разделяю их беспокойство по поводу того, что вот абхазский язык сегодня в меньшинстве, да, в журналистике. Но тут не всегда журналист виноват. Ведь есть очень много тех, кто хочет, кто... Я вот и с вашими, со своими коллегами, с корреспондентами ГТРК, часто мы там на площадках общих бываем, и они всегда говорят, ну вот нам нужен синхрон на абхазском, нам нужен этот синхрон, у нас выпуск на абхазском. Недавно, кстати говоря, слушала в Ютубе интервью Познера. Он начал возмущаться и говорить, что вообще ему стыдно за журналистику, за свою профессию. И он сказал, а где она, вот эта объективная журналистика в той же Европе? Вот попробуйте в западных СМИ, вот где-нибудь во Франции, он, кстати, Францию очень любит, в западных СМИ, говорит, во Франции, вот попробуют, говорит, что-то позитивное написать там в газетах французских о России. Это, говорит, невозможно. Так что где же это вот такая прямо вот... Ирина Шотман, даже речь же не идет о политических каких-то процессах, речь идет даже о внутриполитической, о внутренней социальной ситуации. Допустим, вот у меня мои однокашники по учебе университетской, они сейчас живут на Западе, и все это время они были влюблены в этот образ жизни, а сейчас они мне пишут, когда у них дети пошли в школу, и когда там стали навязывать определенные предметы и культуру поведения, когда у родителей не спрашивают, а наоборот, приучают детей сексотничать на родителей. И ювенальная юстиция, которая может запросто, значит, использовать показания ребенка с неокрепшей психикой, ребенка, который не отвечает за свои слова, против родителей, и изъять ребенка. И теперь они хотят вернуться. Это к свободе, так сказать, не только слова, к свободе поведения. Это относится и к пониманию конкретным индивидуумам и обществам в целом ценностей как таковых.
Ну, это одна из таких очень обсуждаемых проблем, кстати, проблема ценностей, современных западных ценностей. Абсолютно и верно. А с это этой все реальностью взаимосвязано. не все могут смириться, я так Совершенно понимаю. верно. Кто-то вынужден ее принимать, а кто-то пытается Если вы сегодня сопротивляться. попытаетесь на том же Западе высказать иную точку зрения, чем та, которую внедряют власти под влиянием каких-то там своих соображений, культуры, поведения и так далее, и тому подобное, то вы рискуете подвергнуться обструкции. То есть вы можете лишиться всего на самом деле. И никакие ваши достижения прежние не сыграют, не будут иметь никакого значения. Вот что такое свобода. Это тоже проявление, или гримасы свободы. Я хочу, чтобы наши телезрители поняли суть того, что мы с вами говорим. Я никоим образом не привожу эти примеры, чтобы сказать, вы знаете, вот все же плохо свобода слова. Да, Нет, я как говорю, там плохо, да, да? я говорю, что свобода слова – это очень хорошо. Вопрос в том, в какой форме мы можем ее выражать и пользоваться этой свободой. Вот в чем вопрос. Да, ну, наверное, как нет абсолютной свободы, так, Совершенно наверное, верно. нет и Но если ваша абсолютной свобода, свободы, да. что касается прессы тоже. Наверное, Если ваша абсолютно свобода будет невозможно. подавлять мою свободу, то Да. я не хочу такую свободу. Я не хочу ее признавать. Для меня очень важно, тем более отталкиваясь от того, что вы говорили, что, ну да, там западные демократии, западные ценности, но причем они, зачем их как пример, когда у нас своя демократия была и свои Совершенно ценности, верно. мы не были закрытым обществом, и кому-то, скажем так, запретить говорить в Абхазии свою позицию, взгляды и так Это далее. невозможно. Это было тяжело даже в те времена, Это когда здесь невозможно. практически мы еще не были деоккупированы от Грузии. Даже в те времена абхазам рот закрыть, это, грубо говорю, это было невозможно, да. И тем более вот уже в такое время и в век интернета это, конечно, невозможно, но понятно, что на телеканале государственном бывали разные периоды, разные вещи и так далее. Я знаю, что были моменты не очень хорошие, когда, вот, скажем, ну, давалась такая команда вырезать определенных политических деятелей, да, чтобы их не показывали и так далее. Я скажу, что в наше время я надеюсь, что этого не случится завтра, послезавтра. Мы этим не занимаемся, мы от этого ушли. Оппозиция нам говорит, что это самое, ну вот вы так пиарите власть там и так далее. Нет, не пиарим. Вообще у меня аллергия на пропаганду. Кто хочет, пусть обижается. Я не пропагандист, но все, что делается в государстве, если даже где-то положили 100 метров асфальта, починили там, я не знаю, что-то, там восстановили что-то, открыли что-то и так далее, все эти события мы прямо вот как лоскутки собираем, потому что это картина нашего развития и нашего пути. И мы это делаем не только потому, что сегодня определенный у нас президент, определенная власть и так далее, потому что это наша Абхазия, и она развивается. Пусть маленькими шажками, но она развивается. Не избежать, к сожалению, это будет всегда так, потому Нет, что... кто-то это понимает как пиар, а мы-то это делаем не в качестве пиара. Это всего лишь навсего одна из форм отчетности властей перед обществом. То, чем оно занимается. Да, но И просто общество вправе знать, чем еще занимается вот власть. для меня очень важно, что многие люди знали, поскольку очень часто абхазское телевидение оказывается в эпицентре вот такого даже политического или общественного противостояния и так далее. Конечно, если даже мне не нравится определенная информация официального характера, не дать официальную информацию по государственному каналу, это никто не может, ни один директор. Я уйду, другой придет, и он обязательно даст. Глупо даже не делать этого. Другое дело, что у нас, я говорю со всей ответственностью, никаких заказных вещей. Кого-то унизит, кого-то принизит, кого-то уничтожит ну, слава и богу, так от далее. этого ушли, Этого да. нет. И мне кажется, что это вообще для нашего общества тоже достижение, что мы от этого хотя бы на шаг уже пошли вперед. Продолжаем. Абсуарымя. И следующий вопрос
немножко вернемся назад. Вот я помню вашу деятельность журналистскую, может быть, это даже было больше, чем журналистская деятельность, гораздо больше во время войны. Во время войны, после войны в 90-е. Но обо всем сейчас не хочется. Если передача была бы посвящена вам, конечно, в деталях я готова была, потому что очень много интересного, то, что мы могли бы и там обсудить. Но сейчас вот именно один вопрос хочу затронуть. В 90-е годы вы работали на «Вести», да? Да. Информационная 10 программа. лет Это, я почти. так понимаю, ВГТРК, да? Вот ВГТРК, это да, так далее. холдинг. Вот интересно, вот «Вести», 90-е годы, блокадная Абхазия. Насколько это было важно в условиях и информационной блокады Абхазии тоже? Ситуация в тот период, она диктовала совершенно информационную повестку. Вы знаете, что, во-первых, я начал с ними сотрудничать еще когда война шла. Вот. А как только, значит, она закончилась, я ушел из пресс-службы Верховного Совета и пришел официально уже в холдинг работать. 10 лет проработал там. И это было очень важно оставаться в информационном пространстве. Потому что, вы знаете, тогда ситуация была другая, и ВГТРК, ну, российские телеканалы смотрели на всем пространстве Да, бывшего да, Советского конечно, Союза. Это да, было кажется, очень важно. Мы Очень за маленькую информашку любую, по этому Совершенно каналу верно, радовались да. как, да. Как правило, это был механизм трансляции политической позиции руководства Абхазии в условиях блокады и непризнания, международного непризнания, в условиях жесточайшей изоляции, тотальной изоляции, можно сказать. И, безусловно, я часто вспоминаю пресс-конференции Владислава Григорьевича, которые, они, конечно же, были организовывались и для того, чтобы информировать общество, но там были некоторые ключевые фразы, таким, знаете, телеграфным способом, методом, как говорится, да, это посыл был вовне, и для этого приглашались и я, и Руслан Хашик. Мы работали на 2 российских ведущих канала, потому что мы понимали, что все, безусловно, имеет значение для абхазского общества внутри, но есть некоторые вопросы, которые предназначены, скажем так, для других ушей. Вот, и я считаю, что нам удалось тогда, в значительной степени удалось многие вещи реализовать. Очень многие. Это было очень важно, потому что мы не можем отрицать, что СМИ — это инструмент политики. Возглавляли тогда ВГТРК выдающиеся люди. Олег Попцов, председатель ВГТРК, это человек очень таких свободных взглядов. Удивительно, что в условиях непризнания они взяли меня на работу, да еще и тут в Абхазии корпункт открыли, финансировали совершенно официально. Они молодцы, правда. Да, грузины это, протестовали, да. но в немалой степени, если не в большей, это заслуга первого генерального директора ВГТРК Анатолия Григорьевича Лысенко. Я безумно счастлив, что этот человек был моим начальником. Удивительный человек, ну, про его профессионализм я просто не могу, не должен говорить, потому что это общепризнанный факт, да? А вот я могу о нем говорить как о руководителе и человеке. Это широчайшей души человек, который, имея друзей в Грузии, тем не менее безумно любил Абхазию. И у него здесь были очень близкие друзья. И они тоже в том числе влияли на этот процесс. Время было в политическом отношении сложное, но для нас довольно-таки беспроблемно было работать. У меня была полная свобода действий. И это, да, я считаю, что, наверное, один из самых счастливых периодов. Да. Много изменилось, кстати, после того, как вы вот из активной такой деятельности или из профессии активной, да, вы ушли немножко в другую сторону, вот, Совсем скажем, ушел. да, очень много чего изменилось, там интернет и так далее, и так далее. Мне интересно вообще, интернет-журналистика вас как-то вот заинтересовала? Нет, наверное, все же прошлое, оно очень сильно влияние оказывает, потому что я формировался в специальности, в своей профессии много раньше, чем появился интернет. И это можно отнести, наверное, уже к выработанным взглядам и привычкам. То есть, да, я, конечно, пользуюсь, я читаю, мне интересно и удобно следить за новостями и особенно за аналитикой. Через интернет это очень удобно. Но себя я не вижу в этом, то есть вот, как бы реализовать себя в интернет-журналистике
У меня никакого желания нет. Более того, с чем было это все же связано? Там есть такое выражение «усталость металла». Да? Вот, когда-то у человека наступает момент, когда он понимает для себя, что он не хочет больше этим заниматься. Кому-то это приходит раньше, кому-то чуть позже, но ты вдруг понимаешь, что тебе уже нечего сказать. Да. Нечего сказать не потому, что у тебя нет мыслей, что голова опустела совершенно, ты опустошен, а когда ты понимаешь, что это уже не имеет значения. Потом хочу сказать, что в наше время гораздо проще было заниматься своей профессией, чем сейчас. Конкуренция существенно выросла в средствах трансляции мыслей. Вот. Ну, по поводу качества помолчу, не буду ничего говорить. Это как бы не моя... Тут по-разному бывает. Да, по-разному бывает, что бывает, есть да. качество, бывает, что его вообще нет. Вообще да, нет, да, да. по-разному. Сложности разные бывают. Иногда радуешься, смотришь, я слежу обычно, когда время позволяет, ну, как хорошо. Бывает, прям удручает совершенно. Телевизор смотрите? Да, Смотрите. да, очень много, Да? очень много. Это, видимо, к вопросу о том, откуда люди чаще получают информацию. Да. Из телевизора или из Нет, просто гаджета. бывает, скажем, если произошло даже какое-то выгорание и так далее, да, вот в части профессии и прочее, это может отразиться и на вашем отношении к телевизору вообще, к телевидению. Ни в коем случае. Это телевидению. и сугубо личностное, внутреннее такое состояние. Я очень люблю смотреть передачи журналистов, которых я уважаю. Очень люблю, и я черпаю оттуда очень много интересных мыслей и вещей, открываю для себя нечто, что не успел там вычитать сам, поэтому смотреть чужие передачи я люблю. Иногда завидую, что вот у них это так Потому что хорошо очень многие получается. люди только вот в телефоне сидят, и там оттуда Нет. в Ютьюбе, там в Фейсбуке где-то что-то. Нет, вот так нет, вот. нет, совершенно нет. Да, да. Абсолютно. Илана, я вот знаю, что вы регулярно смотрите наш канал. Да. Да. Спасибо. Нет, это Да. вам спасибо. Да, Если а было я- неинтересно, я бы не смотрела. Да, я хочу задать вопрос. Вот, а как вы относитесь к интернет-журналистике? Я отношусь в целом, если мы говорим о грамотной, интересной, профессиональной интернет-журналистике, конечно, положительно. Абсолютно положительно, потому что, ну, в наше время, да, там у нас у всех зачастую нерубежированный график, да, то есть мы иногда поздно приходим домой и не всегда можем посмотреть новостные выпуски, хотя я смотрю почти всегда, там, опять же, благодаря интернету, в повторе, в записи и так далее. Конечно, телевидение, оно не теряет своей актуальности, даже на фоне того, что интернет-журналистика развивается и очень активно. И сегодня, я думаю, даже не сосчитать, сколько интернет-порталов, новостных, телеграм-каналов в нашей даже стране, я уже не говорю об иностранных, да, к которым у нас тоже есть доступ. Но я считаю, что все равно самым интересным для меня, вот как для зрителя, не для журналиста, интересным остается все равно вот новости на телевидении. Мне приятно смотреть на телеведущего, мне приятно ловить какие-то, возможно, эмоции. То есть интернет-журналистика, она и будет развиваться. И сегодня гораздо проще на самом деле заниматься интернет-журналистикой. Ну, там, если говорить о технической составляющей, там достаточно одного оператора и одного монтирующего корреспондента. Все, материал готов. Телевидение — это всегда командная, большая работа. И вот я считаю, что в нашей стране нужно развивать именно вот это направление. Интернет-журналистика, она разовьется сама. Это Это проще. более фундаментально, более основательно. Телевидение, конечно. И у меня вообще совершенно особое отношение к телевидению, к обоим телеканалам в нашей стране. У нас их 2, и это достижение. И вот вы сказали, я ваш зритель. Я на самом деле всегда смотрю, потому что, ну, во-первых, это с детства привычка. У меня дедушка всегда смотрел. Когда начинались новости, нельзя было ходить, дышать, ну, ничего. Надо было сидеть и смотреть. И вот это осталось, видимо, но мне еще и интересно. И
я просто помню, я окончила вот международные отношения на базе исторического факультета в Ну, нашем об этом университете. скажем еще, да, да, да. Да, Ага. и поэтому историю мы всегда Абхазии изучали углубленно, и у нас были замечательные преподаватели. Я помню, как они нам говорили, что мы в свое время для того, чтобы в газете одну статью на абхазском языке напечатали, мы должны были колоссальную работу провести, и борьба была неравная. И когда у нас появилась своя газета и свое телевидение, но это на самом деле был совершенный прорыв, я считаю, Да. для абхазского общества, для будущих поколений. У нас сегодня телеканал, да, свой. Мы это уже воспринимаем как само собой разумеющуюся, ну, новости выходят. А ведь когда-то, не когда-то, а совсем пару десятков лет назад это было сверхдостижением, в это люди поверить не могли. И вот это я всегда держу в уме, и поэтому Ты это к ценишь, телевидению ты это должно ценишь. быть особое отношение. Следующий вопрос. Если про вас скажут или вам скажут, вы системный журналист, вы будете спорить, оппонировать? Меня это не заденет никак, потому что это отчасти правда. А что касается сути, Просто мы же знаем очень многих журналистов, и опытных, ярких и так далее, которые никогда на государственных информационных ресурсах не работают. Они обычно либо как независимые СМИ, либо оппозиционные и так далее. Поэтому это выбор каждого. да. Но на самом деле, что я хочу сказать, что если вот по сути, если конкретно обо мне, отчасти я системно, но в том-то и было и дело. Если спросить моих бывших руководителей, то обо мне можно сказать, что не системный человек в системе. Собственно говоря, если когда вы откроете трудовую книжку, вы посмотрите, почему я так часто уходил с работы, в том числе мои взаимоотношения с АГТРК, это просто как, знаете, плохая семья. Про это То тоже я сходятся, спрошу, то сходятся, то расходятся. И мои уходы всякий раз были связаны только с одним, с моим несогласием делать то, что требовалось. Есть вещи, где компромисс возможен, а есть ситуации, когда он недопустим. Для меня. Сейчас, да, я системный журналист. Вот уже пару лет как я могу сказать, что да, я системный журналист, и человек, он должен работать там, где ему комфортно. Он должен творить там, где ему интересно. Вот я... Но ты работаешь в пресс-службе одного министерства и второго тоже, по-моему, тебе интересно Да, это? мне это Да. интересно, да. Вот в пресс-службах я больше технический сотрудник, то есть у меня там своя специфика, а вот в информагентстве у меня именно... Да. Вот тут я свою системность ощущаю на самом деле. Были периоды в начале, конечно, когда я работала в другом месте, когда вот эта системность, она меня совершенно не привлекала. Мне было я тоже считала, что это вот после 50, может быть, Ну да. я вот себя найду где-то в одном направлении. И мне вот хотелось этот юношеский максимализм, желание познать все и вся, и считать, что я вообще могу во всех областях, и все, мне просто надо чуть-чуть подготовиться, а иногда, может быть, и нет. Конечно, вот это брало вверх, но, слава богу, длился этот период недолго. И сегодня, конечно, я воспринимаю все иначе, и мне нравится, чем я занимаюсь, и я собираюсь в этом направлении по возможности расти. Вот уйдем в конкретику, вот скажем, да, вот Елана Казанова, она нигде не начальствовала, скажем так, вот, да, пока, по крайней мере, не начальствовала, может, в силу возраста там и так далее. Вы, Кристиан, по-моему, дважды приходили в руководство телевидения, Я да? сейчас вам скажу. И скажите, почему вот в этой ипостаси руководителя вы не задерживались, и почему, например, конкретно в 2004 году вы ушли отсюда? Я в 2000 году пришел первый раз руководителем, меня попросил Владислав Григорьевич об этом. Я успешно работал в БГТРК в Москве, все у меня было замечательно со всех точек зрения. Я приехал здесь, находился тут, и у нас была пауза в общении, так бывает иногда. Вот. И я удивился, что обо мне вспомнили, там, вот, позвали.
Вот, мы очень коротко общались, он объяснил, он рассказал свое видение проблем на АГТРК, с которым я уже был не знаком, потому что мои интересы были в другой плоскости находились, то есть профессиональные. Меня не интересовало, что происходит здесь. Ну да. И он попросил меня вот возглавить абхазское отделение. Я ему тогда сказал, что у меня все хорошо в жизни. Я не хочу возвращаться, потому что уходил я плохо. Почему? Не сложилось наверху? Да, не сложилось, потому что тогда 3 человека, Руслан Хашик, Георгий Гулия, Кристиан Бжаня, образовали некоммерческую студию, и каждый делал свою передачу. Вот, я аналитическую передачу еженедельную делал, Руслан и Жора делали свои в формате интервью, довольно очень шикарные получались у них передачи, про мои я не знаю, какие они были, но в какой-то момент мы приходим на студию в очередной раз записываться, и мне показывают бумагу правительственную о расторжении, так сказать, о запрете работы. Ага. А в это время вы занимали должность гендиректора? Нет. Я нет. просто, мы как независимые журналисты, Ага. сотрудничаем с абхазским телевидением. Ага. Вот. Ну, не нравилось. Кто-то сумел внушить руководству страны, что... Ну, это 90-е. Да, и что вы то, чем занимаются эти три молодых человека, не совсем хорошо для государства. Ну, ладно, хорошо, нет, так нет. Вот, и теперь, вот представьте себе, после такого длинного перерыва, вот, в 2000 году, и мы условились с Александром Григорьевичем, что перенесем этот разговор на несколько дней позже, потому что у меня были другие дела. Ну вот, когда, вероятно, он не услышал от меня твердого «нет», я вдруг узнаю от людей на улице, которые слушали радио, что я назначен вот директором абхазского телевидения. Я был все удивлен, потому что я считал, что наш разговор не закончен. Но уже все, ты сел в лодку, ты уже не можешь там выпрыгивать из нее. Хорошо. Ушли в 4-м? Вот в 2000-м я пришел, а в 2004 году, когда, как я это воспринимаю, меня поставили как одного из руководителей компании в условия, которые для меня неприемлемы, в смысле профессиональной работы, речь шла о политике в этот момент, Ну да. я стал инициатором ухода, причем не своего только. Мы вместе ушли. Ушел председатель компании Гурам Артемович Ампав, ушел другой заместитель Мирон Кварацхелия. То есть мы втроем ушли. Ушли, потому что... А 4-й год это какой месяц был? Потому что 4-й был очень тяжелый. Это перед выборами или после? Это было до выборов. До Это выборов, было примерно, если я не ошибаюсь, за где-то больше, чем полгода. Но все прорисовывалось. Да, Все прорисовывалось, и вот тот вектор, который, значит, навязывали, он не совсем понравился. О чем я открыто сказал, я не скрывал этого. Когда я уходил, несколько раз у меня был разговор с президентом, и я объяснял, почему я ухожу. Последний раз он даже улыбнулся, потому что я, когда ему привел аргумент, я не могу его сейчас приводить для личного пространства, он засмеялся, вот, и все же он все же надеялся, что я не уйду, но ушел. Ну, период был такой уже, Да. оппозиция серьезно в это время наступала. И тогда мы да. организовали, вот все, кто ушел, мы организовали независимый еженедельник «Деловая Абхазия». Да, помню, Опять-таки, газета. да, неприлично так говорить, но мне кажется, что это была одна из лучших газет после военной Просто вы, Абхазии. наверное, короткое время, да? Да, потому что Да. прошли выборы в 2004 году, настал кризис, сменилось руководство правительства, и нас по отдельности стали туда звать и уговаривать, что Возвращайте. вот переходный период, все тартарары катится, видите, что происходит. Значит, общество на грани гражданской войны, есть те группировки, есть эти группировки. Тогда был Нудар Хашба премьер-министром в тот период. По-моему, вы вернулись в 5-м году. Совершенно верно, да. И мы вернулись с условием, что никто из комплекса правительственных зданий не будет звонить нам и говорить, дать меньше информации
от одного кандидата, Да. а больше от другого кандидата. Потому что когда я давал согласие, слава Всевышнему, присутствовавший на этих уговорах, переговорах Нугзар Нуриевич Ашуба, он жив-здоров, да, и он это может подтвердить. Я сказал, вы сейчас меня назначаете, но чтобы вы потом не пожалели, потому что снимать меня будет сложно. А если я уйду, то я должен буду сказать, почему я ухожу. Вы готовы выдержать свое слово, что вы не будете давать команды по поводу того, как распределять эфир? Вот я так понимаю, что Нугзар Нуриевич Ашуба был тогда гарантом. Если вы так говорите, вы получили такой опыт в нулевых годах. Такой опыт, что... Я Ну да, думаю, что Нугзар обо Нуриевич всем Ашуба нельзя, был видимо, гарантом. говорить, Да. да, Ну, конечно, а поэтому я в общих чертах об этом говорю. Не, я не запрещаю, вы можете говорить, наоборот. Ну, и рано, так далее. рано Да. еще. Рано? Да. Ну, хорошо. Это знаете, как вы спросили, по-моему, у Деголя, да, как вы оцениваете деятельность Наполеона? А он сказал, что слишком мало времени прошло. После Наполеона, да? Да, вот что-то такое, да. Поэтому я говорю, что вот тогда вот мы вернулись, и вот фактически новые выборы состоялись в 2005 году, вы знаете, в 2005 году. Вот. И после этого меня Сергей Васильевич пригласил работать к себе в администрацию президента. Вы занимали должность Первого- генерального директора, Нет, когда вас я был первым заместителем председателя и директором одновременно Абхазского телевидения. Я ушел, вот сменилась структура и так далее. А потом уже в 2014 году вновь возникла необходимость, по мнению некоторых, немножко встряхнуть структуру, как-то изменить. И был создан такой редакционный совет, руководителем которого я был назначен тогда. Ну, тот уход был связан с другими обстоятельствами, с событиями 2014 года. Как раз-таки за 2 месяца до этого я возглавил редакционный совет АГТРК, председателем редакционного совета. Алхаз Чулков был генеральным директором, а потом случились события 2014 года, через 2 месяца, по-моему, и все это закончилось. Ну да, в мае, Да. скажем так, неконституционный уход Александра Золотинского. Насильственная смена власти. Анкваб, да, насильственная смена власти. Но все же, вот вы сказали, что Сергей Васильевич вас попросил, Да. и вы ушли в администрацию президента. Неужели вы тут подустали или что? Вот, или вам было просто интересно поработать там Не было в интересно. исполнительной власти? Вот сменить, скажем, да, вот имидж информационщика, телевизионщика на вот такую работу в администрации президента? Нет, Ирина Шотовна, на самом почему? деле нет. Ничего меня не привлекало в работе в коридорах. Просто наслоение. Ну, для моего тогдашнего возраста это слишком много событий, прямо наслаивалось. Вот то, о чем я говорил, что я устал морально. Мне стало психологически, морально тяжело. То есть я начинал себя ловить на мысли, что я потихоньку начинаю ненавидеть эту профессию. Вы знаете, есть такой замечательный доктор, она уже на пенсии, и я вдруг случайно узнал, что она неожиданно ушла на пенсию. И когда я приехал ее навестить, я спрашиваю, почему вы это сделали? У вас силы вон сколько. Она говорит, я поймала себя на мысли, что пациенты со своими проблемами начинали меня раздражать. И чтобы не нанести ущерб, я приняла решение уйти с работы. Я считаю, что это вообще гениальный поступок для доктора. Да, я это поняла. Но если вас раздражала, скажем, власть в разные времена, вы пошли работать туда, во власть? Я пошел работать к Сергею Багапшу, а не во власть. Вопрос личности, значение личности, это всегда совершенно особняком стоящий вопрос. Поэтому я как таковую власть, она мне не существовала. Я хочу с этим человеком работать. Какой уровень моего внутреннего доверия к руководителю нации, государства, допустим, да?
И для меня был вопрос личности только, больше ничего. Человек, который привык долгое время находиться в пике популярности, вот скажем, все его узнают, все его знают, и многие его уважают и так далее, и так далее. И Многие он как бы ненавидят. наслаждается вот таким отношением к Это себе быстро там, и так прошло. далее. И раз вот так вот уйти, я не могу сказать, что работа, которой вы потом там занимались, и сейчас вот я тоже знаю, как работает, например, пресс-служба, управление правительственной информацией и так далее, это вообще тяжелая работа, это Ужасно, очень даже да. большая работа. Кстати, еще интересный факт, после 2014 года, с 2014 по 2020 год практически вы себя называете свободным человеком, получается, что в профессии вы не были, да, вот в Нет. этот период не работали. Я не работал 6 лет. Теперь, опять же, вы на телевидении не возвращаетесь, после этого вы идете в Работать в аппарат коридор. кабинета министров, вы работаете заместителем начальника кабинета министров. Это вот как бы, я понимаю, что там тоже нужная работа ведется, но это какая-то все-таки по сравнению с тем, что делали вы раньше, кабинетная тишь. В разных профессиях, в основном публичных профессиях, работают разные по внутреннему устройству люди. Есть нарциссы, которым важно, исключительно важно, Хадзиргара, без конца быть на виду, чтобы его все видели, ее все видели, обсуждали и так далее и тому подобное. То есть, иными словами, мягко выражаясь, это быть популярным. Популярность бывает же разная по качеству своему, Ну да, А конечно. тут вот не важно, лишь бы Да, вот, да. Есть, которые остаются долгие-долгие годы, десятилетия до глубокой старости в профессии, потому что они безумно влюблены в свою работу, они не могут жить без нее, они не мыслят себя без нее. А есть те, которые могут устать. Вот действительно, видимо, настолько это все накопилось. Я же говорю, что первое время мне очень даже нравилось. Я болел тем же, чем болеют все начинающие творческие работники, особенно публичные, те, которые видят. Нет, но да. вот уйдя, вот скажем, да, в кабинетную работу, пусть она и информационную, все равно кабинетную работу, слава богу, я не знаю, по крайней мере, не слышала, чтобы у Кристиана Бжаня была депрессия после такой Да вы популярности. что, наоборот. Выглядишь прекрасно, должна сказать, и нервы в порядке, все хорошо. Это подтверждает правильность моих действий. Работала на телеканале Абаза в непростое время, с 2014 года, по-моему, по 2018 год, потом ты ушла, в 2022 году вернулась, но после ушла еще быстрее, я так понимаю, да, вот с чем это было связано? На самом деле объяснения не очень простые, и я их никогда не завуалировала ничем. Я пришла в журналистику вообще благодаря телеканалу Абаза. Я не журналист по образованию, и вот совершенно случайным образом я попала туда. Это альма-матер. На Абазе я научилась всему. Было время, когда вот у нас там редактором была Аида Базма, сейчас работает у вас. Было время, когда вот тексты, которые я писала, она вот так кидала в меня и говорила, это не те... Ну, вот эта школа, она меня воспитала очень быстро, в спартанских условиях. Вот из нас сделали журналистов. Было интересно. Я научилась там всему, что сегодня знаю. Но к тому времени, вот к 18, я проработала около 5 лет, там 4 с хвостиком. У нас началась школа со старшим сыном, и начались вот проблемы. Я не успевала, я всегда переживала, потому что, вы сами знаете, журналист в Абхазии, корреспондент новостной. Понятно. В общем, в приоритете дети, да, Да, вот их в тот момент, интересы, поэтому... в тот момент, да, я решила, что оно того не стоит, и постоянное чувство вины, то есть совершенно, то есть Пришлось, бытовые. в общем-то, Да, понятно, я ушла, да. потом было возвращение, да, вот мне опять позвонили, пригласили, с удовольствием я вернулась, но опять же, уже второй ребенок, она была маленькая, и ей было около 2 годиков, и я ее жалела. Опять же, материнское чувство вины, оно взяло вверх, и я ушла в место просто, где поспокойнее, где было... В общем, детки определяют твою карьеру, профессиональную, скажем так. Да, так случилось. Дети. Я, на самом деле, ни о чем не жалею, и я благодарна всем периодам жизни и работы. Руководителям телевидения, наверное, любого государственного канала приходится подстраиваться
под власть, если подстраиваться не получается, Под то... власть, под оппозицию, Да, под нейтральное общественное мнение, потому что мы все люди в маленьком обществе, мы ходим в магазины, а у нас тотальная демократия, вы знаете, когда в лицо тебе продавщица скажет все, что она думает и про тебя, и про все остальное. Такой вопрос, если не секрет. Когда, при ком было комфортнее работать? Я вам скажу такую вещь. Я не буду говорить про военный период, потому что я не могу Ну его да, оценивать. ну Да, да, это это война, другое, да. и мы все были абсолютно объединены вокруг Да. своего лидера. И поэтому период Владислава Григорьевича даже не хочу затрагивать. Психологически комфортно мне было. Ну, если вы не хотите называть имя президента, почему? руководителя, вы можете сказать, какие годы были наиболее Нет, такими. меня ничего в этом плане не сдерживает при Сергее Васильевиче и Александре Анклабе. При том, что, как мы все знаем, это совершенно разные люди по характеру и по стилю управления. Абсолютно разные. Сергей Васильевич, как-то, помню, мне говорил, вообще, конечно, он в этом смысле, в плане общения со СМИ и с государственным каналом, он был необыкновенно таким вот мягким или либеральным очень, скажем так, вот, да, по своим взглядам и так далее. Вот. И я помню, я в то время как раз на телевидении, ну, я штатным работником не была, но я же с проектами, каждый раз так получалось, что судьба меня с проектами забрасывала. Вот очередной проект, ток-шоу, вот Аргама, первая, Аргама, тогдашняя Аргама и так далее. И он мне однажды говорит, пригласи меня на Аргаму. Я говорю, вы что? Сергей Васильевич, ну что, вы президент страны, говорю. Он как-то мне говорил про одного телевизионщика, да, что, ну, ты знаешь, говорит, вообще не понимаю человека. Каждый раз у меня спрашивает, как это сказать, как это подать, а это можно, а это нельзя. Говорит, слушайте, это ваша работа, вы профессионалы, делайте, почему вы меня спрашиваете? Это пример, потому что это такая свобода вообще Ну, вот это во и- взаимодействии, да, вот руководителя страны, значит, власти исполнительной и так далее. Вот с телевидением я... Всегда так было. Вы знаете, хочу вот в этой связи вспомнить еще, что был такой период. Я могу вспомнить, как штрих вот тоже вот при Владиславе Григорьевиче. Он же был очень занят, на самом деле, ну, соответственно, тому периоду. И без конца звонили всякие там иностранные СМИ и так далее и тому подобное. И надо было их подкармливать информацией определенной. И бывало, что мы пока не имеем доступ к человеку. Вот не имею доступ к человеку, он занят какими-то очень другими, очень важными вещами. Я, зная примерно, как он ответит на тот или иной вопрос, я говорю, что он считает так. Потом нужно было изложить на бумаге, в принципе, сказать, Василий Григорьевич, вы вот это сказали. Он посмотрел, да, я понял. И вообще, почему я про Сергея Васильевича вспомнила, об этом говорила и так далее, вот хотела, чтобы два слова хотя бы вот о цензуре, о вашем отношении к цензуре, потому что вы знаете свой путь, который вы прошли. Он абсолютно был непростой. Я же понимаю, что мы не обо всем говорим, да? Сегодня уже очень серьезный, повзрослевший, скажем, да, вот как человек, с уже, наверное, более стабильными даже взглядами на все и так далее. Как вы к цензуре относитесь? Плохо. Я считаю, что она недопустима. Вернее, она допустима только в одной форме, в форме самоцензуры. Я знаю, что это такое. Я понимаю самоцензуру, это как самоограничение. Иногда бывает эмоциональное состояние, когда ты хочешь сказать прям то, что вот на языке. А этого не стоит делать. У нас было много таких ситуаций сразу после войны, когда шел переговорный процесс, какие-то подвижки, как нам тогда казалось, когда решались очень важные вещи. И вот как раз-таки это яркий пример взаимодействия первого лица со средствами массовой информации. Он приглашал всех и говорил, вот такая ситуация, это не для публикации. Да? Но я хочу, чтобы вы об этом знали, потому что ситуация может развернуться либо в эту сторону, либо в эту сторону. Но я хочу, чтобы вы об этом знали. Когда-то придет время, оно придет, чтобы вы уже были подготовлены. Это вот его стиль такой был. То же самое Сергей Васильевич Багавш. Тоже период был не самый, до признания, я имею в виду, не самый легкий. Да?
И я знаю, что такое, я очень хорошо для себя понимаю, что такое внутренняя самоцензура, когда мне многое после войны не нравилось, очень многое. Но опять-таки это обусловлено определенными, так сказать, ну, условиями, что там Абхазия маленькая страна, мы все друг друга знаем, нет-нет, да что-то услышим. И когда у тебя, ты видишь длиннющие очереди людей, которые стоят за гуманитарной помощью, да, там за мукой, за сахаром и т.д. и тому подобное. А в это время кто-то где-то как-то зарабатывает неимоверные средства, вот, или наоборот негласно приватизирует национальное достояние, как сейчас принято говорить. И за редким исключением, все это видя, молчали. Молчали, потому что мы не хотели в тот период, я, например, не хотел в тот период, чтобы кто-либо вовне негативно воспринимал процессы в моей стране. Возможно, я себя этим Ну да. обманывал. Ну, Возможно. получается, что для кого свобода слова превыше, для них цензура, ну, понятно, это плохо. Но в целом, наверное, само Внутреннее слово ограни- вообще воспринимается в негативном ключе, Совершенно но, верно. но цензура допустима, получается, из того, что вы говорите. Наверное, есть... Да, внутреннее, да. Я считаю, что какие-то ограничители внутренние должны быть у каждого человека, потому что хейталозиги хазхузом из-за отглазащика хакшулот. А у меня, кстати, это директор школы, я помню, мы были совсем юными, но я вот это запомнила, она как-то сказала, она была очень строгая дама, ну такая строгая, я в жизни вообще больше не встречала таких строгих людей. Она говорила, издурозыги зхо, ахага ёб. Она вот так вот говорила. Жестко говорила, да. Апсуа геусархот сайскуб хазум я ишоха ирхот Испарха. иже зитршин сшашут. Ай. Это вот как раз вот абсолютная точность, когда ты не контролируешь то, что ты транслируешь. Хотя Ай. можно сделать Ось определенные... ишальверат шевюбдарадзе. Ось пехамта Ухат зидарадзе. глаза щелкаупы гюбаха, а из уходи хочется по турку царлару. Последние вот годы, не только в Абхазии, но и в ближнем зарубежье, да, если брать, цензура, она воспринимается очень негативно, отрицательно, но я не могу сказать, что я когда-то сталкивалась с тем, что мне, где бы то ни было, кто-то говорил, вот это делай, а вот это не делай. Вот так вот можно, вот так вот нельзя. И я не смогу, мне кажется, в таких условиях работать. Ну, может быть, мне везло просто определенные на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Все ведь зависит от того, где ты работаешь. То есть место твоей работы, оно изначально есть определенные правила, да, которые есть определенные направления у той организации, на которую ты работаешь. Коль ты идешь туда работать, уж будь добр следовать сложившимся там традициям, да, определенным нормам. Поэтому, ну, наверное, как журналист То к есть цензуре... корреспондент как бы заранее он знает, чего хочет канал. Да? Канал, да, ведь где он работает, канал. если он хочет заниматься новаторством, да, там каким-то быть первопроходцем, то в любом случае тут надо действовать довольно аккуратно, ведь можно разрушить все, что годами создавалось до тебя. Каждый пытается сказать, что цензура это плохо. Как же цензура, это ужасно. И с другой стороны, вот почему так получилось, что цензура везде, во всем мире, во всех СМИ. Сейчас я не имею в виду какие-то телеграм-каналы, которые бывают, что это настоящая помойка вообще-то, да? А получается, что цензура работает. Хочешь не хочешь, все равно работает цензура. Цензура, конечно, да, она работает. И она работает уже очень долгое время. И я вот как-то недавно читала Дональда Трампа, у него есть очень интересная книжка, и вот он пишет там, что мы все критикуем Россию за цензуру в информационной политике. А назовите мне хоть один оппозиционный американский телеканал. Их нет. Нет ни одного серьезного печатного либо интернет или телевизионного издания, которое бы могло себя примкнуть к оппозиции. То есть те, кто больше всего сегодня кричат о свободе слова и недопустимости цензуры, да, на примере других,
они сами и есть прародители вот этой вот глобальной цензуры, поэтому должно быть... Человек сам должен понимать, что вот есть то, что можно, и то, что нельзя. Не потому, что кто-то поругает, а потому что потом за это будет, ну, стыдно. Потому что потом, через несколько лет, ну, это ведь могут увидеть, прочитать, понять твои дети. Вот у меня всегда вот этот момент. Вот ведь это прочитают дальше потом, и что ты ответишь? То есть тут уже, наверное, от человека зависит. Поэтому... Не знаю, не сталкивалась так близко с Хорошо. цензурой. Время от времени в отношении Абхазии, да, вот в адрес Абхазии раздаются, как я их называю, информационные выстрелы. О чем я хочу сказать? Например, недавно в социальных сетях вот гуляло видео, которое, значит, говорило о том, что, если коротко, вот абхазы, мол, какие, они типа, у них насильники разгуливают по республике, российским туристам опасно туда ехать и так далее, и так далее. Откуда эта информация вышла? Это видео, где ни автора, никого нет и так далее, но негатив информационно был ужасный. Вот прямо вот запустили вот эту информацию, и я просто как, ну как сказать, как государственный человек, да? Или просто вот как Ирина Агрова. Вот мне стало, например, очень обидно. Я начала копаться в официальной информации, в информации МВД, потому что последние годы мы вообще с министрами МВД часто встречаемся в студии, обсуждаем разные вопросы и так далее. И, кстати, и бывший министр, и нынешний министр, они нам никогда в информации не отказывали. Я начала смотреть статистику, и мы видим, что как раз-таки летом туристический сезон МВД проводит очень серьезные профилактические работы, начиная с 1 мая до 30 сентября. Они в напряженном таком режиме работают. И когда мы посмотрели статистику, мы видим, что преступность очень серьезно упала. Вот, скажем, вот в прошлом году, например, во время туристического сезона было зарегистрировано где-то 50 преступлений. Это в основном кражи, но не все даже кражи. Это были такие правонарушения в отношении либо туристов, либо с их участием, которые произошли. Вообще ни одного разбойного нападения и так далее, и так далее. И вдруг создается такой информационный вот фон. Хочу сказать, как имеющий доступ к статистике криминогенной, вот в структуре преступлений общей уголовной направленности такой вид, как тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, они существенно снизились. У нас нет критической криминогенной обстановки. Все это у нас вообще есть в эфире, мы все это Очень даем. удивительно, что с известными техническими, материальными проблемами нашей милиции удается выполнять свою работу. Согласна. Мы не можем не признать, что и преступность не исчезла, она никуда не денется, но то, что считается тяжкими видами преступлений, особенно тяжкими преступлениями, да, это, или, например, преступление против личности человека, да, и так далее, и тому подобное, это показатели совершенно иные. Но то, о чем вы говорите, я это рассматриваю в контексте скандала вокруг так называемого проекта соглашения между Министерством внутренних дел и Росгвардией. Вот сразу после этого появились такие публикации. Да. Вы знаете, другое вам скажу еще. Это также вот в этот контекст входит и ситуация с комментарием по поводу решения Верховного суда Абхазии по изменению наказания одного из преступников. Вы знаете, о чем речь идет. Да. Дело в том, что ситуация не так совсем выглядит, как это описывалось, как это комментировалось. Ну, конечно, На самом-то деле удивительно, для некоторых может быть, оказаться, в том числе чиновников, наших коллег, что у нас практически уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс идентичен с российским. И так же, как и в Российской Федерации, так же и в Абхазии,
И почему он вдруг мягкий оказался, Да. якобы? Дело в том, что умышленно упускалось из виду, не обращалось внимания на тот факт, что на момент совершения преступления, очень тяжелого преступления, очень страшного преступления, человек, совершивший это, был несовершеннолетним. А в отношении несовершеннолетних действуют у нас в Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном кодексе такие же нормы, как и в российском. Если бы мы вовремя информировали бы общество о мотивах принятия того или иного решения, то многие вопросы были бы сняты. Если касаемо вот заключительной части вопроса, реагировать надо всегда оперативно. И на самом, ну вот на том уровне, на котором это требует ситуация. Я абсолютно сторонник вот такого. И как журналист, вот я всегда хочу, чтобы наши структуры, кого бы это ни касалось, они оперативно, своевременно и четко реагировали. Это сразу сбивает вот эту спесь, которая формируется, да, тем же информационным сообщением, вброс происходит, и сразу начинается какое-то движение, да, начинается тиражирование. Как только ты даешь комментарий, все, сразу накал, он сбавляется автоматически. Это если говорить о заключительной части. Касательно информационных выстрелов, да, они существуют. Конечно, вы, наверное, помните гораздо больше, чем мы там, потому что и после войны я представляю, что было. Касаемо этой ситуации, тут, конечно, была какая-то игра, совершенно мне непонятная. Я не знаю, кому это было нужно и зачем, но если говорить о той же, да, там нас обвинили в том, что рост преступности и небезопасно там, да, туристам, это ведь не соответствует действительности. Я тоже с этой статистикой в итоге ознакомилась через пару дней, но там настолько очевидное снижение и преступности в отношении туристов. То есть я сейчас не помню точную цифру, но есть районы, в которых вообще ни одного преступления за весь сезон не зафиксировано. И когда я смотрела, там статистика общая была по преступлениям, вот насколько ситуация совершенно иная. Если взять такие тяжкие преступления, как похищение людей, например, вот я смотрела, 17, 18, 19 год, там цифры просто ужасные. Ну, да. Для нашей страны Да. 11, 10, 9 похищений, и все не просто, а с целью выкупа. Ага. Это были недопустимые цифры. А вот дальше, если уже мы берем последние 3-4 года, там цифра 1, есть даже был год, когда не было ни одного похищения, 2. И когда я попросила вот расшифровку, что это за похищение, то есть никаких похищений с целью выкупа уже не было. Это были бытовые ситуации, когда то ли дедушка похитил внука, вот, то есть там был семейный конфликт, и не давали видеться. И второе тоже связано с похищением вот ребенка близкими родственниками. И то есть, я думаю, что эту составляющую мы должны, мы журналисты, наверное, мы должны более активно преподносить. Нам есть что сказать. Но опять же, нам нужны собеседники. У журналиста есть вопрос и проблема со спикером, то есть чиновником, который ответит на этот вопрос, и этой проблемы не должно быть. И чиновники такого уровня, министры наши, вне зависимости от сферы их деятельности, да, от отрасли, я имею в виду, они должны понимать, что сегодня это не нам нужно. Зачастую вот этот их комментарий, он их ведомство спасет, он их ведомство поднимет на другой уровень. И что самое важное, не бывает выходных. У чиновников такого ранга выходных не бывает, как и у нас. У меня нет почти Вот выходных. в случае с этой информацией, с этим видео, нам было очень обидно, тем более, что вы сейчас вот показали, у вас есть вот вся информация, как вот это все снижалось, что касается преступности и так далее, и насколько напряженно вообще наша милиция работает в летние сезоны. И... У них колоссальный. Вот тут я просто не на одном совещании была. Я знаю, с какими колоссальными проблемами сталкиваются. Та же ГАИ, МВД, да. То есть у них сотрудники, они вообще не работают 24/7. Я не представляю, как они выдерживают этот график. Особенно в туристический сезон. Это же ведь достаточно просто выйти на набережную. На каждом участке мы видим в форме девушка, одна, вторая. То есть и они патрулируют до поздней ночи. Недавно в Дранском СИЗО мы
записывали пожизненно осужденных. Кстати, было очень много просмотров, просмотры продолжаются, реакция была вот в целом, я должна сказать, очень такая с человеческим ликом абсолютно. Очень многие люди начали сочувствовать, переживать и по-своему это комментировать и так далее. Но я сейчас не об этом, хотя это тоже очень важно увидеть, с кем вообще мы живем, как люди думают, вообще их волнуют судьбы других людей и так далее. Да? С этой точки зрения, да. Но дело в том, что мне запомнился вот комментарий, скажем, одной девушки, которая: зачем вообще такая тема нужна была, больше нечего обсуждать, больше нечего поднимать и так далее. Скажем, что это девушка, которая умеет только где-то в Фейсбуке, в Инстаграме выставлять свои фотки, и я про нее, в общем-то, подумала. Не очень хорошо сказала, не твоего ума дело про себя. Но дальше в разных местах вот я столкнулась с людьми, которые имеют опыт работы в правоохранительных органах и так далее, или же депутаты, там 1-2 человека, они мне говорят: собственно говоря, для чего это вам нужно было? Да? Сейчас что мне интересно? Вот, скажем, вы увидели эту передачу, если не увидели, вы можете еще посмотреть и так далее. Скажем, даже не видели. Да, вот как вы думаете, мы вообще, журналисты, должны были поднять такую тему? Да, я уверен. Я, честно говоря, не смотрел передачу, я просто слышал уже реакцию на нее. Вот. Но при этом я никак не мог оценить вот в этом потоке, что их больше беспокоит. Сам факт, что тема поднята, или в ответах интервьюируемых Вы знаете, ваших. вот если про девушку какую-то, если говорить, понятно, что, ну, на самом деле это не ее ума дело, потому что она не понимает, ей нечего, она что-то написала, скажем. Но когда представители правоохранительных органов, это я понимаю, что есть люди, я так поняла, которые заинтересованы в непрозрачности. Совершенно верно, это в любой сфере так бывает, конечно. Да. Существуют там лобби, интересы, их никто не отменял, и они существуют в Абхазии в том числе. Другой вопрос, я опять-таки подчеркиваю, что я не смотрел, я не знаю, какой формат был этой передачи, но наоборот, я считаю, что журналисты должны поднимать такую очень важную тему. Если мы осуждаем человека, совершил он преступление, справедливо осужден, будем из этого исходить. Но мы же не лишаем его жизни. Государство с этого момента берет обязательства на себя по его содержанию. Он уже в силу лишения свободы несет эту ответственность за свой проступок, за нарушение закона. Хорошо. Но мы обязаны соблюдать элементарные условия содержания осужденного в соответствии со степенью тяжести его преступления. Мы же не можем в дранской Речь тюрьме... идет о соразмерности наказания, Конечно, я поняла. Да, мы не да. можем в дранской тюрьме содержать и тех уголовников, и И, этих. кстати, вот эта проблема есть в этом вопросе, который мы Конечно, освещали. Да, конечно, и для я нас это надеюсь, важно, что для нормального все-таки обратят государства. внимание вот на это. Конечно. В общем-то, да. Если говорить как зрителю, мне было интересно, но потом еще подробнее скажу. Как журналист, вот искренняя зависть у меня была, потому что я с 15 по 18 год, вот пока работала на Абазе, я мечтала попасть в тюрьму и сделать оттуда материал. Потому что я всегда на российских телеканалах смотрела Ну, о чем ты хотела? Ты хотела там найти какую-то вип-камеру, как многие это ищут? В том или... числе, Да, в том да? числе. Я была готова осветить и принять все, что я там увижу, потому что вот на российских телеканалах аналоги же есть этих передач «Человек и закон» там, и так далее, то есть где они показывают вот всю вот эту, ну сейчас не хочу сказать романтику тюремную, но вот этот вот цивилизация, это своя какая-то государство в государстве, или как это сказать. То есть мне было очень интересно. Я не смогла добиться разрешения, вот 4 года я, помню, тогда просила, ну и я похоронила эту мысль. И когда я увидела, что репортаж оттуда, я ждала, я смотрела анонсы, когда будет выпуск, я посмотрела. Конечно, нужно. Конечно, не только потому, что это не формат, это не что-то обыкновенное, да, а больше даже из ряда вон выходящее. Это ведь настолько вот сложный момент, навсегда поломанные человеческие судьбы. Жизнь в одной комнате на протяжении там нескольких... И еще там до конца...
Ты делаешь про людей, которые знают, что вот они здесь умрут. Ну да, Ну, это грубо ужас, да? говоря, Одна ужасно. судьба, одна Да, камера, да, да, одна комната и да. одно будущее. Это Да, вообще... это просто, это настолько сложно психологически, и я видела, ну, насколько сложно было их разговорить. И я понимаю, почему там на их месте, ну, наверное, никто бы не хотел говорить. Я видела, как вы вот пытались получить какие-то Да, потому что откровения. нам тоже было неудобно, мы допрос не могли Да, устроить. Да, да, конечно, да. да, есть свои какие-то правила, это понятно, но и как журналисту, и как зрителю это было интересно, это очень важно, и нужно не все в нашем обществе так замечательно, ванильно и зефирно, как я сказала, да, вот есть такие моменты, о которых нужно говорить. Это тоже часть нашего общества. Конечно, конечно, Человек, да. осужденный на пожизненно, он все равно гражданин, он тоже часть нашего общества. И, но ведь в конце, вот уже во второй там части, многих из них пробивало, и они говорили, и вот эти глаза, ну вот, и вот этот человек в очках, ну я их прям запомнила, наверное, на очень долго. И потом вторая часть интервью уже даже не с ними, а вот с начальником, да, это, Да, кажется, да, был. начальник То есть тюрьмы. оттуда я тоже узнала много чего интересного, нового, там, ну, из того, что я не знала про регламент, про посещение. Это тоже было интересно и информативно. Конечно, нужно. Конечно, нужно делать такие сюжеты. Я потом общалась со своими там друзьями, знакомыми. Они говорят, боже, мы его столько... То есть есть люди, которые их знают. Я его столько лет не видела. А вот я его когда увидела, я чуть ли не вот опешил. То есть, ну это тоже какой-то момент там. Мне кажется, даже для самих вот ваших респондентов это тоже было очень все равно важно. И о них вспомнили. Не, ну, Это, там есть над чем поработать. да, ведь там был один, Да. который сказал, что меня никто не посещает. Вот это, Там есть над чем поработать. если говорить о той части, что некоторые сотрудники бывшей действующей правоохранительной системы, они как-то неоднозначно, да, восприняли этот материал, ну, тут я думаю, что это совершенно ожидаемо, потому что, ну, не просто же так, там одно время прям очень активно ходили слухи о том, что в тюрьме да. есть своя атмосфера. В целом ситуация, которая складывается, да, вот она, это можно сказать и в смысле свободы слова, кстати говоря, на внутриполитический контекст влияет. Вот ситуация, которая сейчас в мире, Конечно. ситуация в Украине, там, Безусловно. специальная военная операция и так далее, вот влияет на наш внутриполитический контекст. Если можно коротко, главное что-то. Считаю, что всякое событие, происходящее в регионах, которые имеют к нам отношение, или географическое, или политическое, то, безусловно, такие вещи влияют на внутриполитическую конъюнктуру, в том числе, и на наши международные позиции. Безусловно, ситуация на Украине, ее исход обязательно, ситуация в Грузии, какие политические силы будут управлять этой страной, это тоже непосредственно влияет на наше и текущее положение, и перспективу. Изначально наше географическое положение, да, оно всегда способствовало тому, что Абхазия, она находилась в гуще событий, особенно геополитических, особенно в последние десятилетия. И сегодня мы тоже вот на рубеже, да, балансируем как-то. Конечно, все, что происходит вокруг, это очень страшно. Все, что происходит. Я не думала, что мое поколение застанет вот такие открытые военные действия, да, вот такое открытое противостояние. Я не думала, что из моей страны на моем веку люди будут добровольцами уезжать на войну, а потом будут привозить их в цинковых гробах. Я не думала об этом еще пару лет назад, если взять. Это же ведь самое страшное. То есть мы всегда говорим у абхазцев как за мир, Ну да, мы все за мир, на потому лучшее что надеялись все. Вот, ну, потому что мы такое пережили, что для нас мир и война это нечто особенное. Конечно, все это влияет на происходящие внутри процессы. Ведь если проследить хронологию, посмотрите с началом СВО, какие негативные процессы в нашем государстве активизировались. Какие стали такие моменты, да, одногодная какая-то
вылазить, которая сидела тихо там последние 20-30 лет. И все это привело к тому, что и наше государство сегодня вынуждено реагировать на вот эти вот, ну, вроде как это внутренние угрозы, но на самом деле они внешними факторами инициированы. И, ну, я надеюсь, что все это в ближайшее время завершится, закончится. Даже не хочу распыляться по этому вопросу. И пускай вся эта война, она останется в прошлом. Активно вот вы в профессии сейчас вот не работаете. Дело в том, что вот на днях буквально, когда я готовилась к этой передаче, у меня была лекция, и студенческая группа, там человек 30. Но это ребята, которым по 17-18 лет, это первый курс. Я вот спросила, ребята, вот кто из вас знает, кто такой Кристиан Бжаня? Они начали гадать. Как вы к этому относитесь? Абсолютно адекватно, потому что, Как говорит до урночки по-философски. Ирина Шотовна, Да? я смотрю вот некоторые российские каналы и обнаруживаю, что путем уличного опроса молодых, довольно-таки постарше 17 лет спрашивают, и многие не знают, кто такой Иван Грозный, Петр I, и Пушкин и Лермонтов. А вы хотите, чтобы меня помнили? Я как преподаватель, я замечаю, с печалью замечаю, что уровень подготовки, школьной подготовки наших детишек крайне слаб, к великому сожалению, крайне слаб. И я не знаю, сейчас не говорю по всем предметам, но по гуманитарным, это да, я такие пробелы обнаруживаю по нашей с вами истории, по литературе абхазской, по литературе русской, то есть по классике, такие провалы, что вот прямо я не знаю, что нам нужно делать с системой образования в целом, потому что из всех вопросов, из всех проблем, существующих в Абхазии, для меня самое главное является проблема образования нашей молодежи. Иначе мы не сможем удержать свои позиции. Самая такая работа ваша, которую вы вспоминаете, вам хорошо, вам тепло и вам приятно. Если это довоенный период, то это моя работа в очень молодом коллективе умнейших людей. Я был таким счастливым. Это было до войны в редакции газеты, общесоюзная газета была такая Абхазия. Ее главным редактором был Тарил Леонтьевич Аршпа. Я помню. Да, вот, замечательная газета была. Советская Абхазия. Нет. Почему? Просто газета Абхазия. Советская Абхазия. Это какой период тогда? Это до войны было. Вот, прям вот. После Советской Абхазии? Не, ну... Дело в том, что Советскую Абхазию Юрий Гава, значит, И Тарил Аршпа, он ушел и отдельно совершенно, издавал, да? Они ее превратили в так называемую демократическую Абхазию, эту газету, а существенная часть коллектива и еще другие совершенно новые, молодые, начинающие журналисты объединились вот под крылом Тарила Леонтьевича в редакции общесоюзной газеты «Абхазия». Вот там это вот просто была песня. И что там было? Там был фонтан молодого творческого энтузиазма. Там было сочетание взрослого поколения, которое хорошо, снисходительно относится к молодому поколению и не мешает в развитии творчества. А ваша работа какая? Какую работу вы помните, вам нравится работа в этом коллективе? Все, что мы там делали, все, что мы, то есть как развитие пишущего журналиста для меня это один из лучших периодов был. Ну а после войны, наверное, это когда я работал уже на Вести. Вы представляете, война закончилась, вот, допустим, в прошлом году, и 1-8 марта, и мне такой замечательный ведущий был в Вестях Юра Ростов, и он мне говорит: слушай, а давай какой-нибудь позитивный материал. Я говорю: Юр, что я расскажу людям в Вестях, что происходит в Абхазии, да, вот первая весна после войны, 8 марта, ну что-нибудь. Я тогда думал и вспомнил, что где-то что-то, то ли показ мод был, что-то в доме мод нашем. Я бегу туда, я говорю: вы можете мне показы строить? В общем, попросил Владислава Григорьевича там на госдаче красивые локации и так далее и тому подобное. Я сделал репортаж о том, как сразу после войны в Абхазии женщина отмечает 8 марта. Вы несколько лет проработали на телевидении. Да. Вот интересно, сейчас ведь тоже вы общаетесь с большим количеством людей, все равно сталкиваетесь, собираете информацию, пишете и так далее, распространяете. Интересно, вас узнают?
Даже больше, Вы, чем я вы успели ожидала. стать таким медийным Ну, лицом? я не знаю, насколько это медийное лицо, но Мгм. люди ведь запоминают, наверное, и не упомнить, сколько материалов я за свою жизнь сделала, и иногда в совершенно неожиданных местах мне попадаются, ну, люди, которым я знакома, я их зачастую не знаю. Ну да, какие-то такие вот моменты, они есть, это, конечно, очень приятно. Репортаж, который вы не должны были сделать, но сделали, и вам неудобно за него. Да, есть такое. Есть такой репортаж, он тоже был сделан, материал был сделан после войны. И это связано с первым конкурсом красоты, который проводился в Абхазии. То ли недавняя война, и я не смог разглядеть умысел организаторов, И что вы натворили? которые смотрели в будущее, так сказать. Вот. Я как раз критиковал этот конкурс, потому что я тогда еще не был сооружен мемориал славы в Сухуме, да, вот. Все в пыли, в грязи было, и в это время, так сказать, праздник первое время чумы, мне так это казалось. Вот, я сделал критический материал на нашем государственном телевидении, кстати говоря, вот, а событие поощрялось властями, вот, и тогда устроили такую тоже мне обструкцию, там депутаты парламента, руководители общественных организаций, вот и далее и тому подобное, матери Вы погибших. поменяли отношение к вашему подходу через годы, или вам неудобно перед определенными людьми? Почему неудобно? Я скажу, что я был рисковат в своих выражениях. Ну, если ничего не вспоминается быстро, значит, на быструю руку, значит, у вас нет проблемы. Наверное, нет. Несмотря на то, что телевизионной журналистикой вы сейчас не занимаетесь и так далее, но, может быть, все-таки появлялась какая-то мысль, вот, ладно, я туда не возвращаюсь, мне это еще уже не нужно, но вот я бы хотел бы записать интервью вот с определенным конкретным человеком. Хотел записать интервью с некоторыми интересными людьми, но, к сожалению, их уже нет в живых. Я бы хотел записать интервью с одним человеком, которого я, как мне кажется, знаю довольно долго, многие годы, и в частном общении, и по госслужбе, но я боюсь, что он никогда на это не согласится. Вот в чем моя проблема. Это Александр Ну, Золотинскович? Я не буду говорить. А? Не буду говорить. Не будете говорить, да. Да, Ну, потому что, опять-таки, Ирина Шотан, это вопрос о том, как кто-то у меня спросил, ты когда-нибудь соберешься написать мемуары? Я говорю, никогда в жизни. Никогда в жизни этого не буду делать, потому что если человек Потому берет... что это будет тайная история Прокопия Кисарийского. Да, да. А там недопустимы компромиссы. Когда ты пишешь мемуары, нужно писать правду. Но это будет очень неприятно, и поэтому лучше воздержаться. Нельзя обделять общество, будущее общество абхазское. Вот его жалко. Сейчас-то мы понимаем, почему мы многие вещи не проговариваем, и определенное серьезное закулисье мы носим в себе. А будущее почему должно страдать, в общем-то? Да, есть такие люди, и, к сожалению, это вот очень много, ну, немного их несколько человек, это военачальники, которых уже нет в живых, которые вот Но у вас нашу... опыт есть, вот такие коммуникативные приемы, вот это все знаете, да? Вот, Ну, я да. надеюсь, что да, Да. это не мне Ну, судить. приходилось делать? Нет, я просто не знаю. Вам приходилось делать интервью такие? Да, бывало в моей жизни, и вот и там и на политических дебатах, и на дебатах предвыборных, там я сидела и на прямых эфирах, да, там в качестве ведущего, то есть у меня вот такой опыт Да, он я есть. просто не видела, поэтому Да, было, ну, на базе. Интересно. Конечно, я бы с удовольствием поговорила вот с теми, кто творил нашу победу.
То есть это люди, которых уже нету. Ну вот это вот самое мое большое... То, чего не вернешь и не Да, сможешь то, сделать, чего да? ты уже никогда не сможешь делать. Но я столько раз в своих вот каких-то мечтах я фантазировала, как бы я его записала, вот что бы я у него спросила. И вот, но их, к сожалению, уже нет. И второй момент — это люди, которые, опять же, ветераны. Вот у меня есть, я знаю женщину, она была медсестрой в военном госпитале в Гудауте. И она, ну, такая она женщина с остальным стержнем, с характером. Ее она плачет, наверное, один раз, вот, нет, 2 раза в году. Это 30 сентября и 14 августа. А так вот. И она рассказывает иногда такие истории о том, как она, вот ее бытность, да, в госпитале, о том, как они с одной свечкой, при полном отсутствии медикаментов, иногда ножами приходилось им оперировать солдатов, как они спасали им жизни, как она в операционной несколько раз падала от истощения, изнеможения, а потом протирала глаза и опять вставала на операцию. И вот как тащили их с поля боя. Она это так иногда рассказывает. Вот плачут все. Вот, но это невозможно слушать. Но вы ее не записывали? Она категорически не А, соглашается. не Категорически, соглашается. как я вот... Есть еще пару таких человек, тоже военные, ну, медсестры того времени. И вот, наверное, это мечта когда-нибудь уговорить ее. Мне кажется, это будет самое долгое интервью в моей жизни. Вы преподаете в АГУ. Замечательно. Да. Мы хотим журналистов туда, чтобы приходили нормальные журналисты. Хотим. По крайней мере, с какой-то базой, каким-то потенциалом. Вот коротко, как вам студенческая аудитория? Бывает, что вы злитесь? А бывает, что вы говорите, вам ничего не нужно, вы ничего не хотите знать и так далее. Или вот эмоционально не растрачиваете себя, не харизматите, абсолютно спокойно пришли, прочитали и ушли домой. Нет, 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 я никто ни к этой категории не отношусь. Я вот помню сразу после военных абитуриентов, поступивших, но я понимаю их тот базовый уровень, потому что это еще были остатки советской школы. И это были довольно-таки подготовленные журналисты. Вот сегодня в нашем журналистском сообществе работают мои первые выпускники. Потом я заметил вот то, о чем я говорил чуть выше, провалы. Провалы в общеобразовательной подготовке. К великому сожалению, они существуют сейчас. Ну, у нас как же говорят, Ирина Шотман, вы сколько лет преподаете? Они говорят, вот, значит, охутерец, азигидерон, аха, ямует, вадар, вхороп, ириш, твой геоха. Адняхан, сара, билет изботанас, билет абитуриент нештихо, а зараз шзим здрует, и лыскавает, усход. Я хапна своя абсолютно, я сказал, избан из струмхуисара комиссия Алла Хулара, избан забрisa старого косвецвет. Сходи бзиоп нас, ариб и буздырзом и бездырзом. А школ курсах, я харадзек ярбан, школу ярбан, поэту и узайго, и бзайго, рихсерхо. Нас убриюмте ялган, я харадзек и шкапхояша, чортцом. А как вы ведете себя в таком случае? Я про себя констатирую печальный факт, что это уровень нашей общеобразовательной школы. Значит, какие-то проблемы есть системные. И просто посыпать голову пеплом — это пустое занятие, наверное. Надо что-то предпринимать. В том числе, если существует институт репетиторов, он для меня, в моем понимании, свидетельствует о том, что есть серьезные проблемы в базовой школе, в преподавании. Да. Есть серьезные, иначе он бы не был бы востребован. Хорошо. При всем этом есть звездочки. Вот обязательно. У меня сейчас в группе есть один человек, который, если я читаю лекции, я делаю такие паузы и начинаю их проверять на логику.
Если даже все молчат, вот этот человек поднимет вот так ручку, Но у меня именно и такой он формат все знает, и общения. мне плохо. Я говорю, это не логика, он уже знает, просто он читает много. Ну, такие бывают, но это Есть. редкость. Учились на международных отношениях. Предполагаю, что вы знаете несколько языков. Да. Уважаю, это важно. Это важно. Вот, но какая у вас все-таки мечта вот именно в связи с журналистикой, да, в контексте вашей работы, вашей профессии? Вот я вижу вас в качестве телеведущей и очень перспективной, вот скажем, вот так, да. Вы думаете об этом? Наверное, плох тот солдат, который не хочет стать вообще генералом. думали? Конечно, Думали? тележурналистика, я Да. уже сказала, что Да. это самое как бы интересное для меня направление. И да, у меня, я тоже считаю, что у меня хорошее образование, у меня были потрясающие педагоги. Я училась в ВАГУ и застала то время, когда нам читали лекции такие люди, как понятно. Рауль Одного Хунелли, назовете, Сергей другого не Шамба. назовете, Да, это тоже, обидится. тоже верно, да. Ну вот хочу сказать, что у нас был замечательный завкафедрой Рауль Акибевич Хунелли, и он во он был, многом да. очень повлиял на то, как вообще мы относились к учебе. И я всегда буду ему благодарна, и с теплом всегда о нем вспоминаю. И в журналистике на самом деле, то есть журналистом может стать не только человек, окончивший журфак. Ну, вот я это могу понятно, сказать да, однозначно. Да, И точно. Практика показывает, что абсолютно вы правы, Да, потому что... да. Главное, чтобы человек был грамотным. Ну вот нужна все равно вот эта какая-то грамотность, природная, либо воспитанная. Все можно приобрести. И, конечно, да, тележурналистика, Я она вообще для считаю, меня что человек, который интересна. не знает хорошо историю, И, он вообще, да. ему нечего делать вообще в Особенно в нашей тележурналистике. стране. Да, Особенно в да. нашей стране, когда в течение года очень много мероприятий, связанные с историческими важными датами. Это не только Отечественная война народа Абхазии, это тот же там День памяти жертв репрессий и так далее. То есть их можно... И когда ты вот... Материал, который делается поверхностно и человеком, не знающим, не знающим вот эту историю, он всегда неинтересен, и ты его никогда не будешь смотреть до конца. И совершенно другое отношение к тому материалу, который сделан человеком, который знает, понимает, услышал об этом не в день репортажа. Вы правы. История для нашего поколения, да, для будущих поколений, это, наверное, самое важное. Традиционный вопрос нашей программы. Что главное в нашем пути Апсуармия? Исходить из инстинкта самосохранения. Мир сложен, ситуация в мире всегда была сложна, когда-то ослабевала, когда-то усложнялась, что-то влияло на нас напрямую, что-то опосредованно. Но сам факт, что небольшое число абхазов сумело после известных событий, после махаджирства, сохранить свою родину, выжить в условиях тоталитарного режима, сталинских репрессий и так далее и тому подобное, а дойти до 90-х годов, выиграть в неравной войне, добиться независимости, значит, есть какой-то скрытый секретный код в нашем народе. Я это отношу к инстинкту самосохранения. Значит, в народе выработано это. Люди знают, как нужно себя вести в самых критических ситуациях жизненных, чтобы сохранить себя. Долго можно вот размышлять, правда, очень много мыслей в голову лезет, но первая, наверное, была самая вот правильная, которая пришла. Мне кажется, что самое главное для нас это пронести наши традиции, вот нашу самобытность, какие-то базовые вещи. Все ведь написано. Вот для нашего населения, да, сейчас я хочу сказать абхазов, но для нас все уже написано. Достаточно взять, кому что, вот мне там Лакербая, новеллы взять, прочитать. И не было, чтобы я не нашла ответа на свои вопросы. Такого не было. Я думаю, что нам очень повезло, потому что у нас настолько богатое культурное, историческое наследие,
И надо просто не забывать свои корни, периодически вот туда обращаться, возвращаться. И в этом и есть, наверное, богатство нации. Пронести то, что уже все сделано твоими предками, ты вот с собой возьми. Да, понятное дело, что глобализация, мир меняется, и не ежедневно, а даже ежеминутно, но твое базовое, то, что тебя сохранит, оно уже написано. Просто не отступай, не изменяй ему и передай, что самое главное. Передай будущему Спасибо поколению. большое. Мне приятно, что Михалакарба актуален до сих пор и будет актуален, наверное, долго для абхазов. Это вот как некая хрестоматия, Совершенно согласна. пройдя через которую ты, может быть, получаешь вот главное такое боевое крещение, скажем. Да. Я завершаю передачу, нашу встречу сегодня, наше общение. Это была хорошая энергетическая подпитка, я думаю, что не только для меня, но и для наших зрителей. Абхазский путь долг, и он непременно продолжится. Апсуарумья, Абзирос.